Цей мир тревожный и свирепый, Ты нам принес покой и свет. Ты рассказал, как жить и верить, Тебе, Мухаммад, равных нет. Ты нас собрал в одну общину и указал нам жизни путь. По воле Бога нас покинул, но разъяснил нам жизни суть. Мухаммад, я Расул Аллах, Мухаммад, я Хабиб Аллах, Мухаммад, я Карим Аллах, Мухаммад, я Сафи Аллах. Ученые алимы сейчас будут рассказывать об инструкциях, которые будут на всю жизнь для того, чтобы быть самыми успешными в жизни, вот с этими инструкциями. Поэтому рекомендую послушать очень внимательно. Сейчас, иншаллах, чтение Корана и нашид. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Как мы все знаем, газета «Ассалам», она печатается в Москве, распространяется по всему миру на многих языках международных и национальных. Она печатается, над ней работает очень много ученых людей. Поэтому мы с большим удовольствием несем для людей везде, где мы можем донести, докуда доходит наша рука, эту газету. И сейчас, иншаллах, мы хотим предоставить слово, попросить выступить полномочного представителя в Горном территориальном округе Республики Дагестан, который приехал к нам в гости буквально сегодня утром из Дагестана для вас, чтобы обрадовать вас. Али Асхабу Разаков. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Дорогие братья и сестры, гости нашего мероприятия, ученые, алимы, в первую очередь хочу передать вам слова приветствия от муфтия Республики Дагестан, шейха Ахмада Хаджи Абдуллаева. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра, чтобы Аллах Всевышний принял все наши богослужения, все наши добрые, хорошие дела и защитил нас и наших родных от всего плохого.
Пусть Аллах Всевышний простит нам все наши грехи, грехи наших родителей, родных и близких. Аминь. Сегодня очень рад присутствовать на таком баракатном мероприятии, видеть наших братьев, сестер на таком богоугодном мероприятии. Как говорит посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, один хороший маджлис, где поминают Всевышнего Аллаха, где рассказывается о религии Всевышнего Аллаха, такой один маджлис смывает грехи тысячи плохих маджлисов. Пусть наше это мероприятие будет именно таким. Абу Малик Аль-Аш'ари, да смилуется над ним Аллах, рассказывает, в один из дней, обращаясь к сподвижникам, пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: «О люди, слушайте, размышляйте и знайте». Обратите внимание, дорогие братья и сестры, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обращаясь к сподвижникам, говорит: вы слушайте, размышляйте над этим и знайте. Поистине, говорит, у Всевышнего Аллаха есть рабы, они не являются пророками, они не являются шахидами, но видя их положение перед Всевышним Аллахом и близость к Нему, им, говорит, позавидуют шахиды и пророки. И один из бедуинов, который присутствовал там, пал, говорит, на колени, протянул в сторону пророка, алейхиссалату вассалям, свои руки, и, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, говорит: «О посланник Аллаха, расскажи нам, кто же эти люди?» И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: эти люди из разных племен, из разных тухумов, из разных родов. Их не связывает родственные узы. То есть они не являются друг для друга родственниками. И причиной того, что эти люди собрались, тоже не является из-за того, что они являются родственниками. Эти люди, говорит, полюбили друг друга ради Всевышнего Аллаха и очистили эту любовь. Этим людям Всевышний Аллах, говорит, поднимет трибуны из нура. Они сядут на эти трибуны, и от них будет исходить нур. Их лица будут освящены, одежда, которая на них будет освящена. И эти люди, говорит, собрались для того, чтобы поминать Всевышнего Аллаха, чтобы рассказывать друг другу о религии Всевышнего Аллаха и любя друг друга. Вот так говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. И когда все люди будут переживать за себя, когда у них будет страх, когда у них будет сильный голод, жажда, и переживать за себя, что же со мной будет, то эти люди, говорят, даже не вздрогнут. Они не почувствуют, что такое страх и беспокойство. Вот так оценивает посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, такие мероприятия. И пусть Аллах Всевышний примет все наши благие деяния. Описывая верующих людей, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, иннамаль му'минуна ихва». Поистине верующие, они братья. То есть, независимо, где ты находишься и какой национальности ты придерживаешься, то посланник Аллаха, Всевышний Аллах в Коране говорит: все люди, где бы они ни находились, любой человек, который уверовал во Всевышнего Аллаха, человек, который последовал за посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, все они являются братьями по вере. И ученые алимы говорят, что братство по вере, оно намного сильнее и крепче, чем кровное братство. Почему? Потому что кровное братство мы получаем от родителей наших. А братство по вере мы получаем от самого Всевышнего Аллаха, от Создателя нашего. Кровное братство существует, пока существует этот мир. А братство по вере, оно существует как в этом мире и в мире вечном. И свидетельствуя об этом, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: «Я для вас, что отец для детей». То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он вместо отца для всего уммата. И исходя из этого можно сказать,
любой человек, любой отец, родители, у которых есть дети, они хотят, чтобы между их детьми была любовь, сострадание, сочувствие, чтобы они любили друг друга, чтобы они ценили друг друга, чтобы они во всем помогали друг другу. И когда дети таким образом ведут себя, то есть помогают, поддерживают друг друга во всем, конечно же, родители радуются. Они бывают очень счастливыми людьми. А если же будет наоборот, то есть дети не любят друг друга, не ходят друг к другу в гости, не помогают друг другу и так далее, конечно же, родители, они бывают очень опечаленными. Точно так же посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, чем наши родители, 10 раз больше переживает за нас, за свою умму. Переживает и хочет, чтобы между людьми, между нами было братство, единство, сплоченность, чтобы мы всегда помогали друг другу, чтобы мы простили друг друга. Вот это хочет посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. В месяце Рамадан каждую ночь Всевышний Аллах освобождает от ада тысячами людей, которые заслуживают ада. Люди, которые своими деяниями заслужили попасть в ад, их Всевышний Аллах прощает тысячами и тысячами, каждую ночь освобождает, прощает. Сейчас предоставим слово руководителю отдела распространения газеты «Ассалам» Мухумаеву Али-Хаджи. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расули Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые алимы, уважаемые хвала Всевышнему Аллаху за то, что сделал нас из числа тех людей, которые могут помогать религии Всевышнего Аллаха, который дал нам возможность быть полезными для общества и для религии нашего Творца. Это не наша заслуга, это милость от Всевышнего Аллаха. И поэтому мы должны воздавать хвалу нашему Творцу за то, что именно нам поручил эту миссию распространения религии Всевышнего Аллаха. Мы знаем, не каждый человек имеет возможность учиться в исламских институтах, университетах, стать большими алимами, учеными, но Всевышний Аллах дал нам возможность распространять, изучать религию. Будь этот маленький ребенок или взрослый человек, который даже не может выйти из дома, тем самым сам получает знания и делает призыв к религии Всевышнего Аллаха, распространяя слово Всевышнего Аллаха. Если конкретно говорить, хочу рассказать о газете «Ассалам», которая, альхамдулиллах, здесь в Башкортостане очень распространилась эта газета благодаря вам, конечно, каждому из вас, кто принимает участие в распространении этой доброй газеты. Кто знаком с этой газетой, знает, какую она пользу несет, чтобы формировалась личность человека, чтобы люди понимали, что такое ислам, что такое правильная религия. И как наш муфти Республики Дагестан Ахмад Афанди Куддиса Сирруху сказал в одном из собраний, здесь тоже присутствуют те люди, которые присутствовали на этом благодатном мероприятии, он сказал: я 100% гарантировать не могу, но я уверен, что у вас в ахирате все будет хорошо. Те люди, которые занимаются распространением этой доброй газеты «Ассалам», он сказал, что в ахирате все у вас будет хорошо. Также он добавил, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, отправил сподвижника Муаза в Йемен, чтобы призывать людей к религии Всевышнего Аллаха, посредством тебя, если один человек настанет на истинный путь, это ценнее для тебя, чем весь этот мир и все, что находится в этом мире. Вы должны знать, если это все, что находится в этом мире, станет золотом
или с серебром, и мы начнем раздавать его. Это не сравнится с тем, что если мы наставим на истинный путь одного человека. А как мы знаем из практики распространения этой газеты «Ассалам», не один десяток человек становится на истинный путь, нрав его улучшается, он начинает изучать свою религию, тем самым исправляет свое положение в обществе, в семье, отношения между супругами становятся лучше, отношения между соседями, между другими конфессиями, людьми других конфессий становятся лучше. Получается, мы не одного человека наставили на истинный путь, а десятки, сотни, тысячи людей наставили на истинный путь. И каждый человек, который носит свою лепту в распространении этой доброй газеты, попадает в число тех людей, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: посредством тебя, если один человек оставится на истинный путь, это ценнее для тебя, чем весь этот мир и все, что находится в этом мире. Пользуясь мероприятием, случаем, хочу поблагодарить всех неравнодушных братьев и сестер, которые распространяют эту газету. В первую очередь редактор башкирской газеты Зульфия Хананова тоже находится здесь, присутствует. Ей большая благодарность от редакции, от отдела распространения и всем помощникам и помощницам, которые помогают распространять эту добрую газету в вашем регионе. Алхамдулиллахи раббил аламин. Далее мы попросим, иншаллах, сделать лекцию председателя Совета имамов города Буйнакск и Буйнакского района, доктора исламских наук Ацаева Абдулла Хаджи. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Саллаллаху ta'ala wa sallam ala Расуле Мухаммаду wa ala алейхи ва асхабихи аджмаин. Ама ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, позвольте мне поздравить вас с этим благословенным месяцем Рамадан. На самом деле, мы счастливые люди. Почему? Потому что, во-первых, мы мусульмане. Аллаху Та'ала нас такой благой благородил. То есть нас сделал Он мусульманами из числа умми Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И еще больше этого, что может быть счастье? Это счастье, за которое мы должны все время благодарить Аллаха. Во-вторых, мы счастливы тем, что Аллах Та'ала нас привлек к работе давата, к работе доведения нашей религии до людей. Ибо к нам Аллах Та'ала в Коране говорит, обращаясь к нам, бисмиллахи рахмани рахим: «Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати хасана». Вы призываете людей к религии Аллаха, к самому Аллаху и познанию бил хикмати. Именно вот мудростью. Используя мудрости Корана, используя мудрости хадиса. Вал мау'изати хасанати. Красивым, прекрасным наставлением. И вот этот момент у нас общая история и Дагестана, и ваших краев, общая история, в которой мы находим прекрасных представителей нашей уммы, которые воплотили в себе именно следование вот этому аяту, призыв к Аллаху. Например, Зайнуллах Шарифи, Расуля, Падасул Сираху, Мухаммад Закир Чистави, Падасул Сираху, потом, которые шли по ихнему пути, Сайфуллах Ади Аль-Хусайни, Хасан Афанди Ахиви, потом Саид Афанди Джиркави и его ученики, к примеру. Вот эти люди, они на своем личном примере показали, на самом деле, как надо к Аллаху призывать. Вот как надо следовать вот этим аятам Корана. И мы счастливы, что у нас есть такие предки, такие корни, опираясь на которых, следуя наставлению которым, мы тоже можем быть в числе людей, которые призывают Аллаху Субхану Тааля. Прекрасным назиданием. Уважаемые братья и сестры, на самом деле призыв некоторые понимают только как вот выступление там, или же какие-то статьи, какие-то ролики. Это тоже призыв, но это часть призыва. И скажу вам,
ну, не намного полезнее, чем другая сторона этого призыва. Не намного, имеется в виду, результативнее. Есть другая сторона призыва, это наш личный пример. Мы должны на своем личном примере показать, что какая наша религия, кто такой мусульманин, кто такой пророк, алейхиссалату вассалам, религию, которую мы исповедуем. То есть вот эта вторая сторона давата, призыва, это призыв посредством наших с вами поступков поведения. Очень важно. Поэтому на самом деле Аллах Та'ала в человеке, когда его сотворил, он в него вложил разные нравы, разные качества творения Аллаха. Например, в нем имам Газали говорит, что в человеке есть нравы даже шайтана, иблиса. Потому что иблис высокомерный. Из-за высокомерия он отказался поклоняться делать сужда Адаму, алейхиссалям. Когда даже Аллах Та'ала повелел ему поклоняться Адаму, он отказался, потому что высокомерие он имел. Вот каждый человек имеет в себе какой-то мере высокомерие. Значит, он имеет в себе нрав, качество шайтана, иблиса. Есть качество животных, зверей и ангелов. Даже качество Аллаха есть в человеке. То есть он старается себя выше остальных поставить. Поэтому Фир'аун сказал: «Ана раббукум аль-а'ля», «Я ваш высший Господь». Это очень трудная борьба, потому что в хадисе сказано: «Аль-джаннату махфуфату биш-шахават». «Аль-джаннату махфуфату биль-макарихи, ван-нару махфуфату биш-шахават». Рай окружен биль-макрухати, теми вещами, которые мы не желаем. Нам трудно их делать. Для того, чтобы ты поступил, чтобы ты попал в рай, тебе необходимо вот трудности переносить. Отказаться много своих каких-то вещей, которые ты хотел бы сделать, да? А наоборот, ад, он окружен вещами, которые ты желаешь. Он окружен страстями, от которых ты должен отказаться. Поэтому вот этот путь особого тоже очень такой путь, в котором ты должен отказаться от многого, мирского, от много своих внутренних эго, от моего «я», от моего личного, каких-то своих личных амбиций, целей ради Всевышнего Аллаха Та'аля. Поэтому сейчас мы говорим о тех людях, которые все-таки решили быть муридами. Для них очень важно избегать каких-то разногласий, избегать каких-то противоречий, избегать тех вещей, которые Аллах Та'аля не приветствует, потому что мы люди, которые поступили на путь довольства Аллаху Та'аля, а довольство Аллаху Та'аля в братстве, объединении, избежании ссоры, избежании разногласий. Пусть Аллах Та'аля сделает нас из числа людей, которые в этом пути преуспели и достигли результата. Я хочу еще раз выразить благодарность организаторам этого мероприятия, посетителям, ибо без вас оно было бы пустым залом, бесполезным, а также духовенству этого города, этой республики. Пусть Аллах Та'аля даст нам всем тавфик идти по той пути, в котором есть довольство. И пусть Аллах Та'аля нас, наших детей, защитит от бед этого времени, от многих чуждых, грязных, распространяемых среди нас поступков. Пусть Аллах Та'аля сделает нас из обитателей рая. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас, иншаллах, как мы и обещали, будет небольшой розыгрыш. У всех есть номерки, да? С номерами. Барабан сейчас принесут, иншаллах. Шамиль. Как мы знаем, как Абдулла Хаджи сказал, это сегодня день, в котором родился великий шейх вообще всего Поволжья, Болгарии, на всем постсоветском пространстве, известный во всем мире, устаз Нахшибандийского тариката, шейх Зайнулла Шарифи, Кудиса Сиру. И мудростью распространения религии обладают далеко не все ученые люди. В Коране Аллах говорит: «Фас'алю ахля зикри ин кунтум ла та'ламун». Спросите у знающего человека, если вы не находите ответ на что-то.
То есть, если вам что-то нужно узнать, спросите у ученого. И один молодой человек пришел к ученому и говорит: вы же говорите, что в Коране есть ответы на все вопросы. Так говорит, скажи, говорит, сколько хлеба можно испечь из одного мешка муки? Он говорит, хорошо, берет его за руку, ведет к пекарю и спрашивает, говорит пекарю, сколько, говорит, хлеба ты печешь из одного мешка муки? Он говорит, 100, говорит, буханок. Он говорит, ну вот 100, говорит. Он говорит, так вы же сказали, говорит, в Коране ответ есть на все. А вы, говорит, спросили, так он же говорит, в Коране же сказано, спросите у знающего, у того, кто этим занимается, если вы о чем-то не знаете. Так вот, ученые люди, которые сами достигли высоких уровней и являются потомками, сыновьями устазов, шейхов, вот у них этой мудрости, альхамдулиллах, настолько, чтобы вот мы все нуждались. Наверное, слушая Абдулла Хаджи, как и у меня, у всех, наверное, возникло такое, когда особенно он говорил, что я сейчас закончу, времени мало, мы думали про себя, нет, мы хотим слушать и слушать. Но если это у нас искренне, то для нас такая возможность есть. В Ютубе столько уроков, столько лекций Абдулла Хаджи Ацаева есть, что каждый может себе оттуда извлечь на всю жизнь достаточных уроков и достаточных знаний. Это принесли, да, это барабан. Наверное, для барабана, чтобы вытаскивать номерок кого-нибудь из молодых людей, мы попросим. У нас из Бураева группа приехала, борцов. Рашид, кого-нибудь из твоих молодых, пожалуйста, отправь сюда. А здесь тоже есть, идемте тоже сюда. Размешали, да, хорошо? Идем, папаху тоже свою красивую оденься, покажи, идем. 55 у кого? У кого? 55 есть в зале у кого? Вышло что-то. Вот 100 у кого есть? Номер 100. У вас? Сам же раздавал по таким? Да. Вот человек здесь помогал раздавать номерки и подарок получил. Аллах ничего, ни одно старание не оставляет без вознаграждения. Давай, камень еще. 150. Какой-то триммер, говорят. Машинка для бороды, да? На, иди ко мне, дай. Проверь номер. И давай. Вот. У нас все справедливо. Не для самих себя, а для близкого человека подарки. Весы электронные. Это уже для всех. 177. 177. Есть у кого номер 177? А? К нам идем. Ты специально для него вытащил, да? Вы вместе приехали? Тот, кто спасет хотя бы одну жизнь, хотя бы одного человека, подобен тому, кто спас все человечество. То есть не имеет значения массовое убийство или одно убийство. Это одинаково страшно. И тот преступник, который это делает, он одинаково перед Создателем страшный человек, ослушавшийся человек. И, конечно, в таком составе, в таком радостном событии не хочется печально, но мы не можем мимо проходить.
Мимо пройти не можем. А что мы можем сделать? Мы можем молиться, делать дуа. И, иншаллах, в своих дуа, которые мы и на этом коллективно будем делать мероприятия, дуа, будем упоминать о всех тех, кто страдает сегодня. И в угнетении, и в болезни, и в одиночестве, обо всех, иншаллах. Мы будем просить сегодня, чтобы Всевышний Аллах облегчил им. Но нельзя забывать, что все, что происходит, происходит по воле Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах сказал, обращаясь к посланнику Аллаха, «Фасбир фа иннака би'аюнина». Ты прояви терпение, поистине ты всегда под нашим взором. Мы всегда за тобой наблюдаем, говорит Аллах. До азана осталось совсем немного. Иншаллах, мы попросим выступить первого заместителя муфтия Республики Башкортостан Аюба Хазрата Бибарсова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья и сестры, уважаемые гости, позвольте от имени Духовного управления мусульман Республики Башкортостан сердечно поприветствовать вас со словами «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху». Мир вам, милость Всевышнего Создателя и Его благословения. Альхамдулилля, на протяжении последних десятилетий вместе совместно нашими братьями из Дагестана проводим священный месяц Рамазан, такие прекрасные мероприятия, ифтары. Во время Мавлида проводим также Мавлид Байрамы. И в связи с этим хочу высказать еще раз благодарность нашим братьям, которые приехали из Дагестана. Искренне вам благодарность, рахмат, спасибо. И нашим организаторам, которые постоянно, ежегодно организовываем такие мероприятия. И, альхамдулилля, это говорит о том, что Всевышний Аллах, во-первых, нас создал наилучшим образом. Всевышний Аллах в Коране говорит, создал наилучшим творением, наилучшим образом, сделал род человеческий наместниками Бога на земле, то есть мы являемся халифами. Во второй суре об этом говорит Всевышний Аллах, когда создавал человека, человечество. И поэтому мы, люди, должны знать, кто мы есть люди на земле. Для чего живем в этом совершенном, уникальном, благоустроенном мире. И испокон веков такие вопросы возникали и 1000 лет назад, и 2, и 3000 лет назад. И в связи с этим Всевышний Аллах ниспослал всегда пророку, для того, чтобы ответить, для чего человек живет в этом мире. И, к сожалению, что прошлые тысячелетия, что сейчас многие люди не задумываются, многие даже есть. Или живут для того, что они живут, лишь бы в этом мире удостоиться комфорта, благодати, побольше нажиться денег, материального и весь смысл жизни. У большинства, к сожалению. Потому что Всевышний Аллах и в Коране Мульт-сура говорит, что мало из тех, которые, живя в этом мире, знают, для чего они живут. И Аллах об этом подчеркивает. И поэтому верующие действительно это как бриллианты на земле, бриллианты во вселенной верующие. Потому что, альхамдулилля, мы выполняем миссию, божественную миссию выполняем. И суть этой божественной миссии, что, живя в этом мире, мы понимаем, что есть материальный мир, и также есть и духовный мир. И Всевышний Аллах говорит, все попарно существует. Попарно существует души ваши и все незримое, что окружает вас, и что доселе ваше знание не постигло. Все в паре без исключения. В том числе, к сожалению, идеология тоже двойственная. Есть идеология дьявола, идеология божественная. И также наше тело, оно тоже двойственное.
Первое, это если материя, биология, а мы знаем, что биология, оно временно, «Куллю шайин фи дунья фанин», пророк говорил, все, что материальное, оно временно, оно изнашивается. То есть есть ресурс. Ресурс есть как у нашего биологического тела, также есть ресурс и у Вселенной, также у Земли, потому что это все материя, есть определенный ресурс. Но также, как мы сказали, первое, если мы из материи стоим, второе, это духовная часть, душа. А что такое душа? Всевышний Аллах также ясно в Коране говорит: тебя спрашивают о душе, что такое душа? Душа – это частица Всевышнего. Поэтому душа – это подарок Всевышнего Творца. И никто не имеет права убивать душу ни за что, ни за душу. Как то, что Ильяс Хазрат процитировал аяты священного Корана: поэтому никто не имеет права посягать на душу человека, потому что это частица Всевышнего. И для того, чтобы мы знаем, что мы все проходим в этом мире испытания, проходим экзамен, потому что в Коране многократно Всевышний нас предупреждает и говорит в одном из аятов: я ведь создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. И кто из вас лучше по деяниям? То есть мы проходим тем самым экзамен. Вот, уважаемые братья и сестры, сейчас священный месяц Рамазан, что это? Это прежде всего это экзамен. Экзамен, который мы проходим, и мы проходим осознанно. А самое серьезное испытание, самый серьезный экзамен – это то, что связано с едой. Мы знаем, вот многие взрослые поколения прекрасно знают, что всегда, даже когда дуа делали наши дедушки и бабушки, всегда одно из дуа было: Аллах сапасем пашлаттан, от голода, чтобы Аллах. И даже Адам, алейхиссалям, в свою очередь, он тоже дуа делал. От нищеты дуа делал, от голода тоже дуа делал, потому что это и не что иное самое, что есть, тоже одно из опаснейших явлений – голод. И мы, проходя вот этот экзамен во время священного месяца Рамазан, испытание проходим именно чем? Голоданием. То есть воздерживаемся умышленно, осознанно от еды, от питья. Только ради того, ради Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах, также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: каждое деяние, то, что мы совершаем, то, что мы ежедневно ходим на работу, покупки совершаем, стараемся детей наших дать в образование, воспитание дать, вкладываемся в них. И все, что мы ежедневно делаем, это все ради нас. Намаз совершаем, это тоже мы ради себя совершаем намаз, чтобы быть в милости у Всевышнего. За исключением, все, что вы делаете, все для себя мы делаем. За исключением во время поста Рамазана мы держим пост только ради довольства Всевышнего Аллаха. И Аллах говорит: и вы держите пост, он держит пост только ради меня. Я отдельно вас там платим. Поэтому, уважаемые братья и сестры, время, к сожалению, у нас уже подошло, да? Да. И дай Аллах, чтобы мы и в дальнейшем, в последующие годы, также вместе собирались по прекрасному такому случаю, месяц Рамазан, иншаллах, потому что мы видим, что перспектива наша хорошая, потому что приоритетным направлением государственного устройства России является возрождение духовно-нравственных ценностей, и для этого есть все возможности, и указ президента есть, и все стратегии безопасности, духовной безопасности является национальной безопасностью Российской Федерации. И дай Аллах, чтобы все пребывали в здравии, благополучии, в достатке, и чтобы Всевышний, самое главное, принял наши посты, наши молитвы, наши благодеяния. Сейчас будет азан. Представителя Мухаммада попросим дать азан. Сейчас я объясню порядок совершения намаза. Здесь на один этаж по лестничному пролету подниматься будем, там волонтеры нам покажут, где совершить намаз. Там место ограничено, поэтому сперва пойдут
Если пропустят нас, прекрасный пол, пойдем мужчины, а потом, иншаллах, потому что мы быстренько сделаем, вернемся, и потом, иншаллах, пропустим вас совершить спокойно намаз. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. Так я же провинился, и он, получается, с этим сосудом молока, он ждет, вдруг родители проснутся. Как только они проснутся, чтобы он мог подойти, протянуть им, получается, этот сосуд с молоком, чтобы они могли выпить и тем самым утолить свой голод и жажду. Я, говорит, пока стоял, наступил рассвет. И в это время, говорит, мои маленькие дети подходили и тянули меня, говорит, за мои брюки, чтобы я их напоил. Но я, говорит, их не поил, не был птиц. Пока мы здесь поставим паузу на хадисе. Почему? Какая разница, если есть молока достаточно и для детей, и для родителей, какая разница, кого поить раньше? И я этот хадис прочитал, будучи молодым, и со своим юношеским, получается, лет 15, наверное, было тогда. Я не совсем понял, мне показалось, что там нет логики в действиях этого человека. Когда я приблизился к 40, и что-то открылось. И почему этот человек такое большое внимание уделяет тому, что он раньше будет родитель? Потому что когда мы говорим о любви к родителям и любви к детям, любовь к детям – это в первую очередь инстинкт, и только лишь потом для некоторых из людей это сознательно. А любовь к родителям – это от начала и до конца это сознательно. То есть тем самым он как бы
говорит, ну, что для меня на первом месте сознательная любовь, а на втором месте, на все получается, все остальные инстинктивная любовь, она дальше по уровню. И когда вот так он попросил, он говорит: о Всевышний Аллах, если ты знаешь, что я вот это действие я совершил искренне ради тебя, я тебя прошу облегчения в этой ситуации. И тогда, говорит, камень отошел, и это, получается, в пещеру начал заходить воздух, немного свет, но выйти еще невозможно. Затем обратился второй. О Всевышний Аллах, говорит, у меня была, говорит, женщина, в которую я был сильно влюблен, как женщину. Она была моей родственницей, моей кузиной, моей двоюродной сестрой. Я, говорит, домогался ее как женщину. Она была женщиной богобоязненной, девушкой богобоязненной, и, говорит, не соглашалась идти на этот грех. Я, говорит, много лет, я, говорит, был на самом деле влюблен в нее, искренне, очень сильно ее любил. И я домогался, она, говорит, не соглашалась. И потом наступил, говорит, 1 год, это был засушливый год, и семья моей двоюродной сестры была бедной семьей, я был состоятельным человеком. И я, говорит, ей предложил 120 золотых монет, если она позволит совершить с ней этот грех. И когда, говорит, получается, у нее, видимо, была крайняя нужда, она приняла эти золотые монеты, и когда мы уединились, только я к ней подошел, она посмотрела на меня и сказала: побойся Всевышнего Аллаха, если ты это хочешь соверши, дозволь это. Я, говорит, встал, оставил ее, оставил эти золотые монеты. Хотя эта женщина, говорит, была самой желанной и самой любимой моей душе женщиной. И он говорит: о Всевышний Аллах, если я это действие совершил ради тебя, я тебя прошу помощи, облегчи нам эту ситуацию. И как только он произнес эти слова, камень еще отошел, уже когда начал поступать свет, оттуда можно уже кричать о помощи, но еще невозможно выйти. И теперь, говорит, обратился третий. Третий обратился потом, третий говорит: о Всевышний Аллах, у меня, говорит, были работники, которых я нанял на работу. И я за целый день работы им обещал, что дам 5 саа, это мера объема, примерно 3 литра, 5 саа кукурузы за целый день работы. И там, говорит, были работники, которых я нанял, и когда прошла половина дня, пришел один человек и говорит: можно я тоже буду работать вместе с остальными? Я сказал, да, можно, конечно, но я даю за целый день работы 5 сахов. Если ты будешь работать полдня, я тебе дам половину, 2,5 саха. Он согласился. И пока, говорит, работал этот человек, который подоспел позже, он начал, говорит, усердно работать, и он за половину дня совершил столько же работы, сколько остальные совершили за целый день. И вечером, когда этот хозяин выплачивал им каждому из них плату, вот этому человеку, который работал полдня, он ему отдал, получается, 5 саат. И вот этот один из тех, кто работал целый день, он обиделся. Он сказал: как, говорит, мне, который работал целый день, и этому человеку, который работал полдня, одинаковая плата, это несправедливо. Я, говорит, ему сказал: слушай, я то, что тебе обещал, дал, да, это же мое имущество, я кому хочу, кому я отдам, здесь вне зависимости от работы. Какие претензии ко мне? Но он, говорит, обиделся на меня, он меня не послушал, и свою плату тоже не взял, ушел. Я, говорит, ждал. А когда он придет, ждал, потом, уже, получается, месяц-два прошло, я, говорит, думаю, что это вот его плата, говорит, лежала. Я, говорит, думаю, чем она будет лежать, я лучше использую. Вот эту кукурузу я посадил. Вырос, говорит, хороший урожай, продал, получается, эту кукурузу, купил на них животных, и прошло, говорит, много лет. И этот человек уже в возрасте старый, подошел, когда же пенсии не было, люди в возрасте бывали, получается, по большей части нуждающимися, подошел ко мне и говорит: помнишь, такой-то день, много лет тому назад, я работал у вас, вы мне должны были получать такую-то плату. Не можете ли вы выплатить эту плату мне сегодня? И
тогда, говорит, за это время, за эти много лет, вот это имущество, которое я, получается, взращивал, из этого получилось и верблюды, и коровы, и барашки. Они, говорит, заполняли все пространство между двумя горами. Я, говорит, ему сказал, вот это все, получается, твоя правда, забирай. Он, говорит, посмотрел на меня и сказал, ты насмехаешься надо мной? Я, говорит, сказал, нет, это вот так произошло, я тебя ради Всевышнего Аллаха. И он, говорит, тоже все забрал, ничего не сказал, все забрал, я тоже ему ничего не сказал, говорит, он ушел. Он говорит, о Всевышний Аллах, если я это совершил искренне ради тебя, помоги нам в этой ситуации. Камень, говорит, нашел, и все они смогли выйти из этой пещеры. И в этом хадисе, это хадис, достоверный хадис, его приводит имам Бухари, Муслим, Ибн Хиббан и многие, от Абдуллаха ибн Умара, известный хадис. И из этого хадиса много различных выводов вытекает. Во-первых, здесь эти люди, когда обращались ко Всевышнему Аллаху, они сказали, давайте попросим так, чтобы Всевышний Аллах обязательно ответил. Также. И попросили посредством чего-то. Тавассуль. Первое. Второе, получается, обратите внимание, и здесь каждый из них говорил, какие слова. Если я это сделал искренне ради тебя, то есть они попросили сам за счет того действия, которое является перед Всевышним самым важным. Это что? Искренность. Вот вы же все знаете, даже хадис посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит, если, говорит, мой сподвижник выплатит в качестве садака, в качестве милостыни, горсть пшеницы, горсть. И другой человек, не мой сподвижник, мусульманин, выплатит золото с размером гору Ухуд. Гора Ухуд – это не одна гора, это цепочка гор, длиной 20 чем-то километров. Я не знаю, сколько там тонн будет, сколько там миллионов тонн будет. Я не знаю, сколько золота, наверное, на земле нет. И посланник Аллаха говорит, если мой сподвижник даст, получается, горсть пшеницы, а другой не сподвижник выплатит столько золота, мой сподвижник получит больше вознаграждения. Аллах же справедлив. Почему сподвижник получает больше вознаграждения? За счет того, что у сподвижников уровень искренности выше. Уровень духовной чистоты выше. Только лишь за счет этого. У нас тоже бывает так. Бывает, если один человек искренне делает мало, а другой человек, мы знаем, не очень искренние намерения, корыстными целями, делает даже много, мы особо даже на это не обращаем внимания. Мы смотрим на отношение сердца. И больше всего это отношение в сердце от людей, от своих рабов требует кто? Всевышний Аллах. Камал Бей, да? Возьми одну бумажку, перемешай, хорошенько, перемешай, одну возьми. Все, спасибо. Давай. Данного Гузель, если здесь находится, пожалуйста. Пожалуйста, вперед. Путевка на Малый Хадж Умра. Поздравляю вас, пусть Всевышний Аллах назовет вас и нас всех, кто желает туда посетить эти святые места. И большая просьба, конечно, к вам, чтобы передали салам пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижникам и нам всем делали дуа, процветания нашей Родине. Если есть что сказать, тоже можно сказать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
настолько неожиданно, настолько радостно. Спасибо большое. Я даже не нахожу слов. Ассалам распространяем и все делаем не ради наград, а ради согласия Аллаха. Спасибо всем, кто организовал это мероприятие. Спасибо всем тем, кто читает, распространяет ассалам. Дай Аллах всем крепкого здоровья, крепкого имана, тауфик и знаний, и деяний, которые соответствовали этим знаниям. Спасибо большое. Вам тоже спасибо. С вами свяжется. Прошу прощения, так как у нас скоро времени планируется вылет, далее в Питер планирую вылететь, и до конца мероприятия с вами как бы не хотелось, не получится у меня остаться. Поэтому полномочия нашего представителя по ПФО Магомедова Шамиля, что он далее в конце, когда придет время, благодарствование от моего имени тоже вам вручил. Еще раз выражаю благодарность организатора мероприятия. Вам спасибо за то, что помогаете распространению Всевышнего Аллаха, мира, добра и процветания всем. Аминь. Родился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на которых ступала нога почти всех пророков, и где похоронен пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы просим, чтобы за нашу Родину, за нас всех не забывали делать дуа и за нас на этих святых землях. Сейчас попросим выступить с лекцией полномочного представителя муфтиата Республики Дагестан по Приволжскому федеральному округу Израиля Мухаммад Насирова. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Уважаемые братья, многоуважаемые наши сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Поздравляю вас с этим великим месяцем, месяцем радости, месяцем щедрости, благодатным месяцем Рамадан, который Аллах Та'аля сделал для нас с вами как милость, для того, чтобы мы спаслись, для того, чтобы мы приобрели как можно больше, и то, что мы приобретем, чтобы она стала в ахирате сабабом для того, чтобы спасти нас от наказания огня. На самом деле, Аллах Та'аля сделал состояние постящего человека полностью состояние ибадатом, богослужением. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом хадисе говорит он, «Самту саими тасбихун». Вот молчание постящего человека, это засчитывается как восхваление Всевышнего Аллаха, как тасбих. «Ванаумуху ибадатун», а его сон – это богослужение. То есть человека, конечно, если у него есть возможность бодрствовать и совершать благие деяния, это восхваляемо. Но однако, чем совершать порицаемое, даже просто так, если постящий человек спит, это считается как богослужение. «Вадуауху мустаджабун», и его мольба принимается Всевышним Аллахом. «Ва-амалуху мудаафун», также его деяния, они приумножаются. За одно хорошее деяние приумножил, Аллах дает большие вознаграждения от 700 и более. Вот таким образом, уважаемые братья и сестры, Аллах Та'аля в этом месяце проявляет к нам такую милость, что, иншаллах, позже станет сабабом, причиной для нас с вами спасения в ахирате. Дай Аллах, чтобы мы подобающим образом относились к месяцу Рамадан, относились к постам, чтобы Аллах Та'аля все это принял. Сегодня мы здесь вместе собрались, вместе разговляемся, вместе проявляем радость, делаем Аллаху шукру за то, что Аллах довел нашу жизнь до месяца Рамадан. Ведь недавно мы просили у Аллаха, делали дуа, Аллахума балигна Рамадан, о Аллах, доведи нас, дай нам жизнь до месяца Рамадан. Альхамдулиллах, дал Всевышний Аллах. И нам остается взять максимум, что возможно, с этого месяца из благих. Дай Аллах. И, конечно же, как сюда пришел, каждого мусульманина хаккан является делать друг другу насиха, наставлять друг друга. Относительно этого Аллах Та'аля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, аль-му'минуна валь-му'минату ба'духум аулияу ба'дин, я'муруна биль-ма'руфи ва янхауна аниль мункари». Уверовавшие Всевышнего Аллаха мужчины и женщины, они являются аулиями друг для друга. Под словом аулия имеется в виду
ансарухум ва а'ванухум. Они являются помощниками друг для друга, поддержкой друг для друга. Вот. Уверовавшие в Всевышнего Аллаха мужчины и женщины, они являются помощниками друг для друга, поддержкой. В каком плане? Аллах же разъясняя говорит: «Ямуруна бил ма'руфи ва янхауна анил мункари». Они повелевают друг друга хорошим, благим, то есть наставляют делать хорошее и отталкивают от порицаемого, от плохого. То есть, делая замечания, делая наставление, призывает их оставлять порицаемые. Вот два качества. И относительно этого имам Аль-Куртуби, рахматуллахи алейхи, и имам Аль-Газали, рахматуллахи алейхи, они дают такое комментарий. «Ман хаджарахума хараджа миналь му'минин», говорится, комментарий этого аята. Человек, который оставит вот эти два качества, повелевать благим и призывать делать хорошее и остерегать от порицаемого, вот эти два качества, если он оставит, он выходит, говорит, из категории му'мина, верующего человека. Это настолько страшно, уважаемые братья и сестры, и поэтому нам нужно всегда наставлять друг друга и остерегать друг друга от плохого тоже. И в другом же толковании говорится: «Джа'алахум Аллаху фаркан байнал му'минина валь мунафикин». Вот эти два качества, которые присущи му'мину, уверовавшему в Всевышнего Аллаха, если человек оставит, то есть вот эти два качества, Аллах, говорит, сделал разницей между уверовавшим и между лицемером. А в наше время мы же оставили вот эти качества без внимания. Порой, уважаемые братья и сестры, мы не то, что на улице наставляем, делаем замечания, говорим, или же призываем делать хорошее и остерегаем от плохого. Порой мы это оставили у себя дома, в семье. И как никогда сегодня нам с вами нужно делать наставления, повелевать благими и остерегать от плохого, в первую очередь себя, потом свою семью, детей, жену, близких, родных, соседей и всех. Сегодня, если вот так посмотреть, на самом деле у нас страна, великая страна, сильная страна, мощное государство. И это не является секретом для всего мира. Все знают, силой нашу страну не победить. Поэтому они стараются разрушить нас изнутри. Они стараются разрушить семейные ценности. Они стараются разрушить братские отношения. Стараются разрушить единство среди мусульман и всех. А на самом деле, ведь наша религия, религия мира и добра, которая призывает делать только хорошее, которая призывает наставлять правильным и остерегать от плохого. И тогда, когда мы видим, что нас стараются разрушить изнутри, мы должны всерьез относиться к этому. Мы обязаны делать друг другу насихат. И таким образом, уважаемые братья и сестры, мы сохраним нашу страну, мы сохраним нашу религию, наше единство мы сохраним, и наши семьи, иншаллах, останутся в сохранности. Поэтому, уважаемые братья и сестры, от того, что мы там тут слышим, какая тебе разница, что бы он ни делал, ведь тебя не положат в его могилу, за этим мы не должны следовать. Даже если нас не положат в его могилу, с нас будут в судный день спрашивать за этого человека. Мы обязаны. Нам нужно учить наших детей, что нужно уважать старших, как нужно относиться к родителям. Нам нужно сохранять те ценности женщины в семье. Это жены, матери, дочери, сестры. Мы обязаны сохранить те ценности мужчины. Мужчина всегда должен остаться опорой для его семьи, для детей, для жены. И мы никогда не должны поддаваться тем ненужным, чуждым для нас, которые к нам поступают, приходят через интернет, через соцсети, через Запад и другие страны, для того, чтобы нас с вами уничтожить. Иншаллах, этого не бывает, если, конечно, мы будем следовать и держаться за религию Всевышнего Аллаха. А если нет, если оставим, то эти ценности мы потеряем, наши семьи мы потеряем, нашу страну мы потеряем. Такого, чтобы не было, призыв еще больше, еще крепче держаться за те ценности, которые нас призывает ислам. Ведь Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Вы держите за веру Всевышнего Аллаха, за религию Аллаха, и вы не разделяйтесь.
Вы не разделяйтесь. Нельзя разделяться. И в основном, как мы сказали, наша религия, которая нас призывает, творит хорошее, делать добрые поступки, сохранять те ценности, которые нам были рассказаны. Вот это все, если мы обязаны сохранить, и этим самым мы защитим себя и свою родину. Дай Аллах тауфик, уважаемые братья и сестры, в первую очередь мне, вам. И еще раз поздравляю с этим великим месяцем. Хотим мы это или нет, уже середина, скоро она закончится. И каждый, что он приобретет. А упущенный уже не наверстать. Да примет Всевышний Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Большое спасибо. Баракаллах. Здравия хаджи. Сейчас я в первую очередь попрошу всех в зале, кто есть несовершеннолетних детей, подойти сюда. Родители, присмотрите, чтобы они все пришли. У нас для них есть подарки. Пока вы соберетесь, мы попросим выступить председателя, директора Дагестанского национального культурного центра имени Расула Гамзатова Мухаммад Хабиба Магомед Тагировича. Нашего Аксакала. Ассаламу алейкум, хурмати джамаат. Прежде всего, огромное спасибо, что вы уважили и пришли на этот маджлис. Огромное спасибо организаторам и газете «Ассалам», его коллеги. Еще большое спасибо представителям Духовного управления мусульман Дагестана, что за 2000 километров из уважения к нам приехали в Уфу. И сегодня у нас в гостях я представлю просто от джамаатов, от Туркменского национального центра его председатель Сафармурат Хаджиевич Шанглиев. Кстати, сегодня у него 70 лет, из-за нашего маджлиса он мероприятие свое перенес на другой день. Поздравляем. Руководителя Таджикского центра Саторов. Здесь руководитель Казахского центра Ульмира Асанова. Руководитель Азербайджанского центра Элькин Алиев. Спасибо, что они пришли, нас почтили своим присутствием. И сейчас, пока подарки будут раздаваться, я хочу вам представить и предоставить слово нашей гости, уважаемой Гульсарине Гульнур Галинуруне. Она председатель Ассамблеи народов России Республики Башкортостан, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, депутат Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан, доктор филологических наук. Добрый вечер, дорогие участники сегодняшнего ифтара единства. Мы приветствуем вас от имени Фонда защиты Отечества. Сегодня мы благодарны за то, что пригласили наших участников специальной военной операции. Ребята, покажитесь, пожалуйста, они сегодня находятся в отпусках, на реабилитации после ранения. Это наши защитники Отечества, которые отстаивают наш мир и покой, которые защищают нашу страну. Спасибо им большое за то, что они нашли время и пришли с нами. Основа нашего государства – это, конечно же, единство и дружба нашего многонационального народа. И поэтому наша сила в единстве, и мы каждый раз должны объединяться ради нашей страны. Пусть молитвы Всевышний наши принимает. И не забывайте, пожалуйста, дорогие братья и сестры, во время молитвы и, конечно же, за жизнь, за крепость духа наших бойцов помолиться, за наших лидеров, за нашего президента и за нашу страну. И, пользуясь случаем, у нас сегодня с нами юбиляр. Хочу от Ассамблеи народов России по Республике Башкортостан поздравить наших юбиляров с праздником.
Сапармурат Хашимович, руководитель региональной общественной организации Туркменский национальный культурный центр Республики Башкортостан «Единство» за вклад в сохранение духовно-культурных ценностей народов Российской Федерации и плодотворную деятельность по укреплению межнациональной дружбы Республики Башкортостан. И, конечно же, разрешите вручить благодарственное письмо от филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан за активную гражданскую позицию, мужество и патриотизм, стойкость и героизм, проявленные при выполнении воинского долга перед Родиной, нашему товарищу, который сегодня находится в краткосрочном отпуске, Азамату Мирзаеву. У Азамата, конечно, непростая миссия. Он занимается познанием наших погибших братьев и, конечно же, отправляет сюда. Все мусульманские обряды там проводят, поэтому желаем ему крепости духа и крепкого здоровья. Спасибо тебе за труд. Ты наш главный помощник, когда мы ищем наших ребят. Спасибо за это. Еще раз Дур Рахмат имени Ассамблеи народов России, от имени наших защитников Отечества. Пусть Всевышний примет наши молитвы. Всем здоровья, гармонии в семьях, любви. Пусть наши дети растут в мире и в согласии. Спасибо. Так, отходите сразу, и я буду каждому давать. Поднимите, чтобы видно было. Вот так, вот так. Как я уже до этого говорил, религия – это инструкция для каждого человека в каждой его ситуации жизни. Коран призывает уважать старших, любить родителей, любить младших себя, обращаться к младшим, как к младшим своим родным братьям и сестрам, к ровесникам, относиться как к своим родным, к старшим, как к своим родителям. К родителям, да, все, наверное, знают притчу, как когда состарился отец, и он не мог держать ложку в руках, руки у него тряслись, и ложка билась об тарелку, и она раздражала жену сына. Они ему дали деревянную посуду. После того, когда у него начались еще больше обостряться эта болезнь, еще больше тряслась рука, и он даже не мог деревянной посудой пользоваться, разливал всю еду по столу, его отсадили отдельно от общего стола. Когда он упокоился, когда вот эти все его приспособления, которые для него приготовили, собирали, чтобы выкинуть, их ребенок подошел и говорит: что вы делаете? Они говорят: мы выкидываем это, говорят, его же уже нет, и ему больше это не нужно. Он говорит: нет, дайте мне, вы же тоже постареете, я для вас оставлю. Вот такие вещи должны нас учить в жизни, как мы должны относиться к нашим родителям.
А это наши спортсмены из Бураева селения. Они приехали во главе со своим тренером и имамом. Большое баркаллах им благодарны за то, что воспитывают такое здоровое, сильное, правильное поколение. Давай по домам. Наши вопросы, наши выставки. Мухаммедян Зель. За успешную работу в распространении газеты «Ассалам» на 24 год. Желаю вам мира, милости Всевышнего Аллаха и благословения. Да наставит Всевышний Аллах нас на путь истины и приумножит все наши благие дела. Поздравляю. Пусть Аллах поможет. Бахтива Лиса Идарова. Если есть кто из родственников, сын или кто присутствует, прошу подняться. Также за успешную работу в распространении газеты «Ассалам» на 24 год. Бахтееву Фуджину Булату Азиевичу за успешную работу в распространении газеты «Ассалам» на 24 год. Булат Азиевич. Вильданова Гузель Булатовна за успешную работу в распространении газеты «Ассалам». Благодарственное письмо Каталовой Альфии Салимовне. Есть в зале. Также за успешную работу в распространении газеты «Ассалам». Также благодарственным письмом вручается Бахтиевой Рамиле Сафиргалиевне за успешную работу в деле распространения газеты «Ассалам». Бахтиева Рамиле. Спасибо. Также благодарственное письмо вручается Ямаловой Зульфире Анваровой за успешную работу в распространении газеты «Ассалам» на 24 год. Также благодарственное письмо вручается Махмутовой Ляле Билятовне. Махмутова Ляля. Благодарственное письмо Валееву Ахмаду Маратовичу. Валеев Ахмад Маратович. И последнее получается благодарственное письмо представителю газеты «Ассалам» в Уфе, Башкортостане Алиеву Шамилю Магомед Саидовичу.
также за успешную работу в деле распространения ислама и газеты «Ассалам». Пусть Всевышний Аллах всеми будет доволен, пусть Аллах поможет нам получить истинные знания и, соответственно, следовать этим. Всем мира, добра. Ассаляму алейкум. И напоследок я хочу в первую очередь выразить благодарность всем тем, кто поддержал данное мероприятие. Чтобы Всевышний Аллах приумножил их имущество, воздал им многократно, сделал баракатным имущество, семьи. И, конечно же, поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня на данное мероприятие. Особенно поблагодарить наших гостей, которые оставили свои дела, будучи очень занятыми, и из такого далека, из Дагестана, приехали к вам, чтобы почтить вас в этот благословенный священный месяц. И хочу обрадовать всех присутствующих следующими словами Всевышнего Аллаха из хадиса пути, в котором он говорит: «Ваджабат махаббати» — обязательно моя любовь лиль мутахаббина фия, для тех, кто ради меня любит, валь мутаджалисина фия, и для тех, кто садится, собирается ради меня, валь мутазавирина фия, и для тех, кто ради меня посещает друг друга, делает зияра друг другу. Аллах Субхану ва Тааля обязуется любить такого человека. И сегодня, альхамдулилля, здесь собрались все эти качества. И дай Аллах нам оказаться из числа тех, кого Аллах полюбил. Как бы печально не было, подошло к концу наше мероприятие. И в самом конце у нас осталось вот 4 подарка, говорит Шамиль. Камал где? Джигит, Камал, папаха. Идем бегом к нам. Я уже плохой новостью всех порадовал, что мы закончили, а тут оказалось еще нет. Давай мы будем вытаскивать, иншаллах. Доставай. 156. У кого номер 156? 156 есть у кого-нибудь? Давай, доставай следующий. Нет уже 156. Итак. 162. Есть у кого-нибудь 162? Ждем вас. Вот такой пылесос. Давай, доставай-ка. Доставай-ка. Следующий утюг. Внимательно смотрите номера. 90 или 06? 90 говорит Камал. Хотя я думаю 06. У кого 90? 90 нет у него у кого, да? «06» есть, да, у кого-то? Давай, Камал, следующий. Нет? О, ни 06, ни 090. Да? 06 есть, да? Идемте. 90? Давай, доставай следующий. Не 6 там, да? Вот 90 значит. 45. Есть? Вот такой утюг. Давай, Камал, дальше. О, блендер остался. А ну. 127. 127. Есть. Вот блендер.
Это вот. Давай, Камал, дальше. «121». Такая колонка, чтобы Коран слушать, нашиды слушать, лекции слушать. Вот. Каждому Всевышний Аллах дает. Это было просто... мы бы хотели всем подарки дать, просто не успели бы здесь. Это было в знак признательности, уважения ко всем, чтобы всех порадовать. Ведь мы же больше радуемся, когда рядом с нами, который брат наш, радуется. Напоследок мы попросим сделать дуа. اللهم صل على محمد اللهم محمد محمد اللهم صل على محمد محمد صلى الله عليه وسلم. يا من نظر جميل وستر القبيح ولم يؤخر الجريرة ولمات بالستر ويا عظيم الأجر ويا أحسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا واسع الرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفر ويا عظيم المن ويا مقبل الآخرة ويا مبتعد منا من كل أسباب ويا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا يا رحمتنا نسألك ألا تشارك أخنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ونجعل من نهار ونعوذ بفضلك معكم الله اللهم اجعلنا جمعتنا على هذا الموعد اجمعنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم واسقنا من اشعار ونعمنا لنا وغضب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون اللهم شيخنا الله اللهم فريق الذكر والسنة وأمرك وأسمعك اللهم اغفر لنا مشيئتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا من فاتحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. И в знак благодарности всем гостям в лице Абдулла Хаджи, земляки из Дагестана хотят сделать подарок. Вот приехал наш гость, наш односельчанин, наш брат старший Багаудин, одноклассник, давно не виделись. Вот. Решили от нашему дорогому гостю, великому ученому, подарок сделать. Это вот сейчас покажу вам всем. Надеюсь, понравится. Это Коран сделаны мастера города Златоуста из золота и драгоценные камни. Честно говоря, подарок даже не ожидал и не желал, честно говоря. Кем вы такие? Пророк Алейхиссалам говорит, Тахабу, подарите друг друга, поэтому будете любить. И пророк Алейхиссалам принимал подарки. Следуя сунне пророка Мухаммада Алейхиссалам, я его принимаю. Просто вот сделать этот алям Аллаха, который люди подарили причиной, чтобы ваши дети, всех наших братьев и сестер, дети всех мусульман во всей России стали людьми следующими, а настоящими этим Аллаху Та'аля. محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا كريم الله محمد يا سفي الله Allah тебя
послал наградой, а ты принес любовь к Нему. Когда встречаемся с утратой, мы знаем, все придет к Творцу. Мы знаем все по воле Бога, терпение просим у Него. Поскольку радость и тревога, к Каабе обратим лицо. Любовь к прощающему Богу, любовь к посланнику Его. Мы жизнь пойдем в любви и строго, лишь полагаясь на Него. Ислам над миром словно ветер, дошел он в самый дальний край. Пророк Мухаммад, путь твой светил, тебе награда вечный рай. Мухаммад, я Расуль Аллах, Мухаммад, я Хабиб Аллах.